Здравствуйте, друзья! Мы находимся на форуме «Ислам в мультикультурном мире» и встречаемся с совершенно удивительными людьми, которые изучают ислам, рассказывают о нем, делают диссертации об исламе и его влиянии на весь мир, мультикультурный мир. И сейчас мы буквально получили 2-3 минуты для общения с главным научным сотрудником Института экономики РАН Нуриевым Рустемом Махмутовичем. Рустам Махмутович, скажите, пожалуйста, ваше видение, перспективы распространения ислама в мультикультурном мире и его значения в мультикультурном мире? Вот, я понимаю, что можно об этом говорить долго, да. Я сегодня делал доклад, согласно которому мы посмотрели, как развивались события. В 1820 году ислам занимал 5-е место среди религий мира. В 1920 году 3-е место. В 2020 году занял 2-е место. А уже в середине этого века он займет 1-е место и, безусловно, будет доминировать в конце нынешнего столетия. Так что он распространяется довольно быстро. То есть статистику не обмануть? Нет, причем это очень проверенные. Сейчас произошла революция, это то, что называется макроэкономика экспост, национальное счетоводство. То есть раньше это были оценки, больше, меньше, нет. Это учитывают возрастные когорты, значит, коэффициенты рождаемости, значит, и так далее. То есть это все просчитано и прочее. То есть оказалось, что это религия самой молодой части мира, которая, естественно, растет быстрее, чем старшее поколение. И, естественно, вопросы эти чрезвычайно важные значения. Но тут сыграла роль еще какая? Какое событие? Демографический взрыв. Дело в том, что после освобождения стран Азии и Африки после Второй мировой войны боялись американцы, и Советский Союз, и другие, что будут распространяться те болезни, которые были типичны для этих стран. А это чума, тиф, сибирская язва и так далее. И была осуществлена принудительная вакцинация взрослого и детского населения. А для традиционного общества характерно высокий уровень рождаемости. Вот вы, наверное, видели, а я даже и читал в Агре лекции Тадж-Махал. Почему Шах-Джахан своей любимой жене построил Тадж-Махал? Потому что за 18 лет она родила ему 13 детей и при рождении 14 умерла. То есть для доиндустриального общества характерны высокие темпы. Но и высокие темпы смертности, многие не доживали. А благодаря принудительной вакцинации эта проблема решена. Была решена. Стала развиваться постиндустриальная. То есть законы смерти стали регулироваться законами постиндустриального общества. И это привело к необычному явлению. Необычному явлению, когда вот эти страны стали быстро развиваться. Но, естественно, возникает проблема, как они. Сначала думали, что они... Мальтус был прав, что средство существования развивается в арифметической прогрессии, а население растет геометрической. Оно поумирает и так далее. Но выяснилось, что население это богатство. Население это богатство, это очень как богатство. Насчет болезней, которые сейчас, можно сказать, расцветают в тех сообществах, где большая рождаемость? Вот если будет интересно, я тут покажу и расскажу и так далее. Раз в 100 лет проходят такие пандемии. Последняя была в Европе испанка. Это как раз был 19, 20, 21 год. Практически, да, раз в 100 лет. Да, и тогда умерло больше в Западной Европе, чем погибло во время Первой и Второй мировой войны. Поэтому здесь пока очень это далеко. Это все корректируется дальнейшим, да, поэтому нет. То, что сейчас, конечно, это печально, что люди умирают, там каждый 50-й, но из тех, кто заболел. Вот, но это по сравнению с тем. И я думаю, что сейчас в ближайшее время найдут. Уже нашли и уже даже пытаются делать эту вакцину, и теперь даже спорят, кому ее делать. Все говорят, давайте начнем с медиков. Говорят, а кто потом тогда? Давайте начнем с преподавателей. Нет. Говорят, давайте начнем с депутатов.
Да. А еще вопрос, да, пандемия это одно, а вот есть ну, такие болезни, социальные болезни, да, то есть и наркомания и так далее, и так далее. То есть люди умирают уже не только от пандемии, да, а умирают в очень молодом возрасте, именно потому, что у нас вот такое индустриальное общество, где все можно, где все можно сделать, вот именно поэтому изобрести. Очень хорошо, что Казанский федеральный университет проводит конференции по исламу. Ислам очень хорошее, духовное, и, так сказать, и наследие, и религии и так далее. Вот она как раз, ислам активно борется с этого рода да, вещами. там это все как раз ограничивается, даже спиртные напитки и так далее. И причем влияние довольно заметно. Вот я, скажем, регулярно отдыхаю в Башкирии, где тоже ислам распространен. 10 лет назад все пили и так далее. Да, а сейчас такая ситуация? Почти нет. Почти нет. Бальзамы не спиртные. Спасибо вам огромное. Да. Надеюсь, встретимся еще раз.